Есть пересечение улицы Пушкина и Советской. Там на углу находилась делегатура польская. Почему все-таки здесь было очень много поляков? Да, их в 1940 году выслали сюда, потому что польские территории Украины, Белоруссии и часть польских территорий были переданы Советскому Союзу. Проще говоря, Германия с Россией и СССР поделили. И оттуда была выслана огромная масса поляков. И они попали сюда в основном. Вы можете себе представить, что в 1941 году по подсчетам делегатуры из Коми Республики должны были выехать 50 тысяч поляков. Представляете? 360 тысяч жителей и 50 тысяч поляков должны были выехать. Почему? В 1940-м их выслали сюда, а в 1941-м началась война, и мы как бы оказались союзниками с поляками. И было принято решение отпустить всех поляков. И в 1941 году начинается массовый исход поляков. Но их же просто отпустили. Из лагерей 30 тысяч отпустили, 20 тысяч из спецпоселков. Просто открыли ворота, сказали: идите. Люди вышли где-нибудь на Печоре. Вышли и куда? И вот место, куда они должны были прийти, это было как раз перекресток улицы Пушкина и Советской. Там находилась делегатура, она принимала людей. Практически до 1943 года они либо выезжали, либо шли в армию Андерса, которая формировалась на Волге. Потом эта армия будет направлена через Иран в Великобританию, и дальше уже и эти войсковые соединения будут участвовать в войне в Италии и тому подобное, то есть армию Андерса. Поляки, которые не успели до 1943 года, они были здесь все объявлены советскими гражданами. И именно они стали вливаться в эту армию Костюшки. То есть опять Сыктывкар оказался центром, откуда поляки, которые не успели выехать до 1943 года, а еще, повторяю, их было здесь очень много, они стали входить в армию Костюшки. И мы все знаем, ну, те, кто жил в Советском Союзе, фильм «Три танкиста и собака». Армия, 4 танкиста и собака, да, не 3 мушкетера, 4 танкиста и собака. И армия, именно это танки армии Костюшки. И кто эти ребята, 4 танкистов? Да, вполне возможно, это ребята, которые были как раз здесь у нас в Коми и вошли в армию Костюшки. Здесь были в Сыктывкаре, делегатура их направила, они попали в армию Костюшки. Вот эта делегатура находилась как раз на этом самом перекрестке. Так что не зря здесь радио говорило по-польски. Работали 2 польские школы, потому что реально здесь поляков в городе было очень-очень много. Сначала это были выселены, потом это были люди, которые эвакуировались отсюда, потому что их потом стали переселять куда-то на юг, пока не освободятся польские территории, то есть они на юг куда-то переезжали. Но, во всяком случае, здесь потоки шли, и очень многие жители воспоминания оставили, что по городу бродили поляки и искали работу, потому что, ну, как-то кормиться надо, делегатура не могла всех обеспечить, хотя пыталась обеспечить всех. Были здесь детские польские дома и тому подобное. Так что это место весьма интересно.